Здравствуйте! С вами передача «На страже». Криминальная хроника Республики Саха-Якутия. А теперь подробности. На этой неделе социальные сети Якутии взорвали фотографии и видео, которые выложила на своей странице визажист Кристина Кириллина. У красивой девушки на кадрах заплывший глаз, огромная гематома наполовину лица, на теле многочисленные ссадины и синяки. Она сообщила в Инстаграм, что ее 17 января в течение нескольких часов избивала одна известная в Якутии личность. Девушка также сообщила своим подписчикам, что заявление в полицию странным образом пропало. Так как Кристина Кириллина не назвала имя своей обидчицы, якутяне в социальных сетях начали проводить целые расследования, чтобы выяснить, кто нанес ей страшные побои. Кристина же давала подсказки. Она выложила фотографии обуви, в которой ей наносили удары. Многие пришли к выводу, что жестокой обидчицей была популярная тамада Ивайнерса Нюргияна Сыроватская, больше известная как Нюргуша. Сама Нюргуша в данный момент находится на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи. Она поспешила опровергнуть эти доводы на своей странице, написав, что не имеет отношения к данной истории. Не успели страсти утихнуть, как в сети появилась фотография заявлений Кристины Кириллиной, которую она написала 29 января. В полиции Якутска подтвердили, что она обвинила популярную тамаду в избиении. Более того, Кириллина заявила и о сексуальных насильственных действиях со стороны подруги. Также в минувший четверг в паблике опубликовали и видео, в котором Кристина называет имя человека, который ее избил. Кстати, в социальных сетях врач-косметолог из Якутска Дмитрий Яковлев решил поддержать избитую Кристину Кириллину и запустил хэштег «Поддержим Кристину», выложив свое фото с гримом, который имитирует побои. Между тем, руководитель Следственного управления Следственного комитета по Якутии Александр Заболиченко на заседании об итогах деятельности за 2017 год отметил, что в республике на 11% возросло количество преступлений, совершенных женщинами. Так, на днях в Верхневилюйскую больницу поступил 21-летний житель районного центра с ножевым ранением. Полицейскими установлено, что в результате ссоры на почве ревности 20-летняя девушка нанесла своему парню один удар ножом в область грудной клетки. На момент происшествия пара находилась в состоянии алкогольного опьянения. Популярный мессенджер WhatsApp может лишить вас денег. Недавно в полицию с заявлениями о мошенничествах обратились сразу 3 потерпевшие женщины. 2 происшествия зарегистрированы в Нюрбинском районе, одно в Ленском. В каждом из схем обмана злоумышленники использовали мессенджер WhatsApp. Так, 2 жительницы Нюрбинского района увидели в одной из районных групп объявлений сообщение о продаже комбикорма по сходной цене. Женщины заинтересовались предложением и вступили с продавцом в активную переписку. В одном из сообщений мошенник написал, что товар готов к отправке из Нижнего Бестяха и нужно срочно перечислить деньги. 28-летняя жительница села Антоновка перечислила им через мобильный банк 13 тысяч рублей, а 39-летняя потерпевшая из села Чаппанда направила около 21 тысяч рублей через Киви кошелек. В исправительных учреждениях республики завершился ежегодный смотр-конкурс среди осужденных на лучшую фигуру из снега, который ежегодно проводится в период с декабря по февраль. Результаты творческого состязания смогла оценить комиссия, в которой вошли сотрудники УФСИН, а также члены общественного совета при управлении. По итогам голосования были определены победители и призеры художественного конкурса, среди которых на первом месте оказались осужденные из исправительной колонии номер 1. Второе место заняли мастера из отряда хозяйственного обслуживания СИЗО-1. А замкнули тройку призеров представители исправительной колонии номер 6. Командам в ближайшее время будут вручены грамоты и памятные подарки. На этом наш выпуск закончен. Оставайтесь с нами.